В городе Кант есть замечательная и недооцененная набережная. Здесь занимаются спортсмены, приезжают туристы и устраивают марафоны. Но, к сожалению, место ни для кого не благоустроено. Активист Александр Чурсин призывает государство обратить на это внимание и помочь с улучшением этого места. Очень много ребят, спортсменов, любителей, профессионалов проводят здесь свои каждодневные тренировки. То есть здесь все условия есть, машины не ездят. Набережная очень такая густо заселенная деревьями. Расстояние от Канта до Бычка примерно 12,5 километров. То есть она очень удобна для длинной тренировки. Самая главная цель – мы уведем спортсменов с трасс. То есть, давайте не будем останавливаться на эпизодах, но ежегодно ребята гибнут под колесами автомобилей. В том году мы тоже двух наших знакомых, очень хороших, похоронили из-за того, что произошла трагедия на Манасовской трассе, двух велосипедистов сбили. То есть нам приходится делить трассу с автолюбителями, которые не всегда соблюдают правила дорожного движения, и то место, отведенное нам правая часть, для движения, она не учитывается, нас просто не видят. Территория оси Бычка 100 метров, она в ведомстве этого хозяйства находится, и вкладывать деньги города и распределять сюда свой бюджет мы не можем. Буквально недавно мы получили ответ от водного хозяйства, что они не против, просят от нас какой-то первичный проект. Этот канал был выран вручную нашими предками, об этом забывать ни в коем случае не стоит. Люди не останавливались даже зимой, они по колено в холодной воде стояли, наши в основном бабушки, потому что вся мужская часть населения воевала тогда во Второй мировой войне. Наши женщины, наши опашки, наши дедушки, наши дети, они трудились на Бычка каждый день. Утром рано вставали и работали буквально за хлеб. То есть 300 грамм хлеба выдавалось по талонам каждому участнику стройки Бычка. Об этом ни в коем случае забывать не стоит. Сколько труда стоило сделать эту водную артерию и придать 100 тысячам гектарам вот этой земли, нашей богатой с эрозией, возможность орошения. Эта земля раньше она была непригодная для проживания, и сюда нужно было заводить воду. И благодаря этому проекту сюда пришла жизнь. Люди стали размещаться, начали выращивать, облагораживать эту землю. Это такой грандиозный проект, который, я думаю, полюбили бы туристы. Сюда можно привозить и это все рассказывать. Можно было еще сделать аллею памяти, лавочки поставить, освещение, чтобы будущее поколение ходило и понимало, как строилась эта водная артерия. В 2019 году, когда во время пандемии все спортзалы были закрыты, я являюсь тренером немножко, и всех ребят своих мы сюда вывели на Бычка, и мы тут проводили тренировки. В 2021 году по инициативе Горки Миши и при поддержке мэрии города Кант был организован впервые марафон, трейл-забег, который как раз таки вот здесь проходил. В первый же год мы собрали участников, порядка 300 человек. Ребята очень горячо поддержали эту инициативу, всем понравилось, и было решение проводить это мероприятие ежегодно. И вот мы уже в этом году 3-й год провели. В прошлом году при участии российской авиабазы на линии старта опустили низкоистребитель над головами. Это, во-первых, было сюрпризом, не ожидали. Можете представить, ребята, такая толпа стоит, и сзади над головами такой рев моторов, и над нами старт дает истребитель. Все так об этом очень много разговаривали, всем понравилось. Этот проект был бы более полным, если бы мы эту велоартерию, не только велоартерию, и еще и, может быть, беговую дорожку, какую-то зону отдыха для горожан, мы бы проложили до Бишкека, до плотины, наверное, Аламединской. Но если, допустим, в бюджете мэрии города Кант эти средства имеются, в бюджетах Аильных Акмаков чуть-чуть проблема, то есть это нужно изыскать, может быть, средства из общего фонда Акимата, либо какие-то государственные инициативы сюда подключить. Мы будем двигаться уже в этом направлении и, может быть, покажем пример, и в дальнейшем мы привлекем фокус ближайших Акмаков, чтобы эта артерия не заканчивалась только в пределах Канта, и она дошла до Бишкека, и благодаря этому мы получим
порядка 25 километров туда-обратно дневной тренировки. То есть это очень неплохой промежуток трассы, если он будет асфальтирован там 3-4 метра, поставлено освещение, как бы, да, то есть это не только велодорожка, это бег. В дальнейшем у нас, допустим, площадок для триатлона только Иссык-Куль. У нас ежегодно проводится триатлон в Коместе. Мы можем его здесь сделать, потому что основная часть, занимающаяся триатлоном, это Бишкек. Вот почему. Вот вода, она чистая, да, она проточная. Вот вам плавание, здесь можно на велике проехать, здесь же можно пробежать, здесь можно соревнования по триатлону устраивать. Ну, прошу инициативу, как бы, да, в развитии этой ирригационной системы, этой набережной, да, чтобы эта достопримечательность стала не только спортивной, но какой-то культурной, исторической. Возить сюда туристов, как бы, да, это бы поток туристов постигнул, потому что я сам работаю в туризме, и люди любят истории человеческого труда, как бы, да, усилий, каких-то прорывов. То есть это наши предки оставили нам огромный дар. Ну и хочется тоже, в свою очередь, что-то сделать, чтобы что-то осталось полезное.